Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». 1 июня – День защиты детей. И в поселке геологов столицы Якутии отремонтировали детскую площадку. Самое интересное, что данную площадку уже не один год ремонтирует депутат Якутской городской думы Станислав Иванович Сивцев. При этом за счет своих средств и средств предприятия. Сегодняшний день – это общий праздник всего нашего общества. Дети у нас самое главное. Вот площадку очень хорошую построили. Но вот баскетбольное кольцо бы еще одно поставили, было бы очень хорошо. Ворота какие-нибудь футбольные. Ну, чтобы молодежь чтобы играла, развивалась. Ну, а так все в целом хорошо очень даже. Благодаря Станиславу Ивановичу Сивцеву, депутату Якутской городской думы, здесь состоялся настоящий детский праздник. При этом здесь дарили мороженое, сладости и были аниматоры, которые играли с детьми. И теперь остается одно, чтобы эта площадка нашла своего хозяина. Хозяина в смысле того, что данная площадка уже много лет, но нигде не числится. А если числится, то за ней никто не смотрит. Поэтому много пожеланий от жителей поселка геологов, как от детей, так и от взрослых. Изначально вот самое первое впечатление – это качели, конечно. Качели нашему поселку очень нужны. У нас на всех площадках либо качели отсутствуют, либо они сломанные просто-напросто. Не сломанные, порванные. Подростки не щадят, к сожалению. Оборудование относятся очень зло, наверное, с ненавистью как-то, или, может быть, просто не ценят то, что для них делают. Качели, конечно, да. Ну, а так, веселье, лето, ура! Еще здорово, что сделали вот настил, я не знаю, из чего он сделан, под вот этими железными штуками, так, перекладинами. Здравствуйте, дорогие детки! Здравствуйте! Я вас поздравляю с началом ваших каникул. Спасибо. После долгой зимы, где вы хорошо потрудились, в каждой своей школе, в каждом классе. И хочу пожелать, чтобы сегодня, 1 июня, пошло вам на пользу, чтобы этот солнечный день подарил вам как можно больше витаминов, настроения солнечного. И хочу пожелать вам вот эту площадку, которую мы восстановили, которую мы отремонтировали. Мы хотим вас попросить беречь вот эти качели, вот эти горочки, вот эту песочницу, вот этот домик. Он принадлежит вам. Вы согласны со мной, дети? Ну что, продолжаем праздник? Ну все, поехали. Я-то почему-то думала, что это помощь управы, потому что вот уже 3-е лето я обращаюсь к ним за помощью. Они 3-е лето обещают, но то нету подрядчиков. А нынче я позвонила, сказали, подрядчик появился. Подрядчик же называется, да, правильно? А подрядчик-то это кто, оказывается? Станислав Иванович, ну как бы это опять он вложил же деньги-то. Ну а они сказали, что кастинг, выбор подрядчика, подрядчик согласился, оборудование привезут. Вот это вот я знаю, то, что мне говорят. Когда говорят? Как, когда? В прошлом месяце?
когда я звонила последний раз. Ну, так сказать. А вообще, вот как житель поселка Георгова, у вас здесь площадок много? Площадок, сейчас я вам точно скажу, 1, 2, 3, 4 площадки. 4 площадки, но они вообще ни о чем. Вот у нас есть магазин Тойгун, может, видели в начале поселка, там сделали площадку детскую. Сначала было все хорошо, 2 качели, горка для малышей, попрыгунчики какие-то. Качели порвали, попрыгунчики сломали. А вот кто, кстати, вот занимается восстановлением площадок? Вот меня вот этот вопрос интересует. Право. Только управа, да, занимается? Нет, это хорошо, но та же площадка ничья, она ничья. А как обращаться? Но... Вот мои внучки, кстати, иди сюда, познакомься. Как тебя зовут? Саша. Саша. Ты рада? Тебе все понравилось? А что понравилось больше всего? Вот то, что тебе тут поставили. Качели. Качели. Я говорю, качели для детей, конечно, да. Ну вот им негде проводить время. Вот сейчас я слышала, что на Ельминской открывают какой-то спортивный комплекс, хотят построить. Но нам никто его точно не построит, также согласитесь. Поэтому больше нам мечтать не о чем. Станиславу Ивановичу, да, выразить благодарность. Но он, к сожалению, ушел. Я ему вообще благодарна уже который раз. Спасибо ему за понимание, за то, что он относится к детям с любовью, с пониманием, делает это все для них. Да? Скажем спасибо Станиславу Ивановичу? Спасибо. 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 Я живу на Билибино еще свое детство. Раньше тут вообще тускло было. Ну как тускло, грустненько очень сильно. Площадок не было, убитые все. Какие-то люди с района постоянно каких-то разные приходят, убивают. Песочницу вот добавили, тогда песочницы не было, тогда здесь асфальта не было тоже. Тут играли просто на земле дети. Спасибо тому человеку, который это все сделал для нас. Очень рады. Ну, единственное, что не хватает, не на всем Билибино. Хотелось бы, чтобы на всех улицах так хорошо было, как сейчас день. Сейчас много народа, все счастливы, довольны, бегают, играют. Даже у меня вот со мной племянник, племянница бегает, брат мой младший, тоже довольны. Ну, мне тоже нравится. Я бы хотел, чтобы добавили чистоту, деревья, порядок. Дороги нормально сделали, но площадок побольше всего отчасти. Детей-то много, а играть им негде. Я в поселке живу уже 40 лет. Хочу сказать спасибо за площадку. Большое спасибо. Хотелось бы попросить, чтобы эта площадка имела какой-то статус, и чтобы за ней наблюдали. Чтобы она не летела, не ломалась. И второе, что хотелось бы сказать. Раньше у нас здесь было зелено. Тальник, березки росли, дети могли в тенечке спрятаться. Сейчас, когда прокладывали канализационные стойки, все деревья вырубили. Очень хотелось бы, чтобы нам эту площадку озеленили детскую. Хотя бы клумбы или какие-то... Ну, действительно, тальник самое неприхотливое. И тень дает, и быстро разрастается. А в основном хочу сказать спасибо нашему депутату. Он у нас молодец. Это наш большой праздник, где мы, каждый взрослый человек, каждый способный человек, должны посвящать свое время
скажем, этому дню детям. Вот. Кто чем может. Вот. Кто-то хорошим словом, кто-то пожеланием каким-то, кто-то какой-то малой поддержкой, вниманием. Вот. Ну а я как предприниматель и депутат от Цесарского округа давным-давно уже обратил на состояние детских дворовых площадок в поселке геологов. И по своей традиции, которую установил уже лет 5 тому назад, 7 тому назад, первоначально, когда я провел мероприятие по реконструкции этой площадки, взял на себя обязательство, что по износу этой площадки буду продолжать ее поддерживать состояние. То есть оснащать какими-то новыми малыми архитектурными формами, проводить какие-то детские праздники здесь. Вот. И вот сегодняшний праздник после этого долгого перерыва, который был связан общей пандемией, и где было, по крайней мере, настроение не праздничное, и на сегодняшний день, воспользовавшись моментом, погодой, днем, решил провести, организовать здесь такое мероприятие. И, по крайней мере, результат он очевиден и нагляден. Вот. Наши дети сегодня, как всегда, дружно собрались и дружно развлекаются, празднуют, радуются. К сожалению, на этом празднике почему-то мы не увидели мэрию города Якутска. И хотелось бы, чтобы окружная администрация города Якутска, управа Цесарского округа нашли общий язык по благоустройству, найти общий язык с этими предпринимателями, которые хотят внести вклад в украшение нашей столицы. И тогда и предприниматели, и мэрия города Якутска в союзе сделали именно этот округ более благоустроенным и красивым. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom. Или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Если у вас нет помещения, мы поможем подобрать его для вас. Подробности на сайте Округ ТВ.